Добрый день, дорогие наши друзья и подписчики. 8 июля – самый важный российский праздник – День семьи, любви и верности. В этот день в Музее Башкортостана объявили акцию «День семьи, любви и верности музея». В рамках этой акции по теме «Тепло дома Үй-Елығы» наш Харьминский историко-краеведческий музей представляет вашему вниманию видеомастер-класс по изготовлению предмета декоративного прикладного искусства башкирского народа лоскутный стеганый подстил. Теплый дом для каждой семьи очень важен. Желание прикоснуться к старине, украсить свой дом, свой уголок уникальными вещами есть у каждой семьи. Каждое такое изделие неповторимо, оно заряжено положительной энергией мастерицы. Древние рукоделия наших бабушек из лоскутов и обрезов разных тканей является предметом декоративно-прикладного искусства, и мы сегодня с вами изготовим декоративную лоскутную стеганую подстилку в этническом стиле. Мы будем составлять орнамент из лоскутов в технике мозаики. Нарезанные заготовки, квадраты, треугольники будем сшивать по задуманной схеме. Такое изделие у башкирского народа называлось курама, сшитое из лоскутков. Рисунок здесь очень простой, он состоит из квадратов, треугольников, различных по цвету. Выбор цвета в узоре зависит от мастерицы. Во многих мозаичных орнаментах присутствует красный цвет, который сочетается с зеленым, фиолетовым и синим цветом. Лоскутная стеганая подстилка состоит из верхней части. Верхняя часть собирается из кусочков мозаику, лоскутную верхнюю часть. И у лоскутной подстилки еще есть нижняя часть. Нижнюю часть будем шить из однотонной ткани. И между верхней и нижней частью располагается подкладка, мягкая подстилка. Лоскутки готовы, приступаем к шитью. Итак, мы приступаем к сборке, шитью. Для шитья нужно взять кусочки лоскутки и располагать их лицевыми сторонами внутрь. И начинаем шить. Можно не обрывать. И дальше продолжаем. Следующий кусок ложим лоскутки. Затем две части будем соединять между собой. Тоже располагаем лицевой стороной внутрь. Так, у нас одна полоса готова. Таким образом собираем лоскутки, потом их будем соединять между собой. После сборки лоскутков лоскутная цельная часть готова. К этой цельной лоскутной части пришиваем окантовку изделия. Делаем окантовку. Из однотонной ткани пришили окантовку изделия. Получилась цельная верхняя часть изделия.
Далее к цельной верхней части пришиваем нижнюю часть. Как только пришили нижнюю часть, у нас получилось изделие в виде мешка. Далее нам нужно будет расположить внутрь изделия, подкладку. Для того, чтобы положить туда мягкую прослойку, нам нужно будет изделие вывернуть наизнанку. Выворачиваем изделие наизнанку. Далее располагаем мягкую подкладку. Для того, чтобы мягкая подкладка расположилась аккуратно, красиво внутри, нам нужно будет ее заворачивать в трубочку. Начинаем заворачивать в трубочку. Как только завернули, со свободного края потихоньку, аккуратно начинаем обратно крутить и выворачиваем изделие. Углы нужно тоже хорошенько расположить. Далее изделие нужно будет выстегивать. Стежка является отличительной особенностью у башкирского народа. Для того, чтобы начинать стежку, нам нужно будет выбрать нитку под цвет лоскутков и взять иголку. Я взяла нитку красного цвета и начинаю выстегивать. При пристегивании изделия мягкая прослойка и верхняя часть лоскутков вместе пристегивается.
Закончили стежку изделия. Свободный открытый край изделия нужно зашить вручную. Начинаем шить. Лоскутная, стеганая, декоративная подстилка готова. У нас получилось такое красивое, яркое, радостное изделие. Оно украсит любой дом, создаст уют, тепло. Оно имеет свою неповторимость и особый колорит. Желающим самим поучаствовать в мастер-классе и научиться шить декоративную лоскутную подстилку приглашаем в наш музей. До новых встреч!